чего вы едете в Варандей? Температура двигателя. У нас несколько 70, сейчас двигатель прогрет. задач, как бы. Одна из задач с точки зрения автопроизводителя — это испытание вот самих автомобилей. Еще одна из задач с точки зрения производителей вот туристического всякого снаряжения, то есть системы питания, КВИ, это вот источники бесперебойного питания, преобразователи, всякие зарядные устройства, пневмоподвеска даже. Это испытать вот эти компоненты. Еще одна из задач — это сделать маршрут 5-й категории, пройти и подать его на чемпионат России. Это спортивная, да? Это спортивная, да, составляющая. Ну и еще одна спортивная составляющая — это сделать лицензированный туристский маршрут, чтобы можно было его рекомендовать всем автомобилистам. Вот прям весь путь, прям весь трек, прям места остановок, ночевок, связи, программы культурные, этнографические всякие. И последняя из задач тоже не самая, в смысле последняя, а одна из задач — это сделать коммерческий маршрут. То есть, чтобы вот Коми, Нао, Архангельская, значит, область имели коммерческих туристов. Потому что сейчас есть вот интерес у операторов из Израиля, из Америки вот, к этому маршруту. И То есть маршрут именно для внедорожников, да? Ну, да, для внедорожников, то есть, например, облегченный маршрут без вот этого дикого большого перегона, это когда туристы приезжают прилетают в Сыктывкар, и дальше мы с ними начинаем там идти как раз по маршруту. То есть они смотрят Сыктывкар, смотрят Нао. Катаются по зимникам, набираются впечатлений, смотрят оленей. Всем это будет очень интересно. И это будет очень полезно для развития региона. А крайняя точка, докуда хотите добраться? До Варандея. Дойти до Варандея и потом на Наринмару идти. На Наринмаре тоже большая программа. Там туристические какие-то места будете посещать? На Наринмаре? И на Наринмаре, и в Варандее? Ну, Варандея — это просто как побережье Печорского моря, как побережье Северного Ледовитого океана, как белых медведей посмотреть там свободно гуляющих, если такое случится. Ну и просто как кусок маршрута именно внедорожного, именно то, что люди должны увидеть, те, которые никогда не видели снега в таком объеме, холодов в таком объеме, никогда не ночевали в машине. То есть вот это все как раз. Вы уже второй раз едете по этому маршруту. С какими трудностями уже предполагаете столкнуться? Зимник, переметы, морозы. Но к морозам мы готовы, к переметам, к плохому зимнику тоже отчасти готовы, потому что у нас в автомобилях все блокировки, цепи противоскольжения, браслеты противоскольжения, в общем-то, все есть. Может произойти какой-то такой случай, из-за которого придется вернуться обратно? Вполне может быть, конечно. У нас же нет задачи погибнуть там или оставить машину. То есть мы будем идти совершенно разумно. В каком случае придется возвращаться? Ну, если уже совсем непроходимо будет, потому что, все-таки автомобиль у нас не трофейный, не на арктических там колесах, не на шинах сверхнизкого давления, автомобили обыкновенные. И расчет все-таки ведется не на экстремальный такой маршрут, а на туристский маршрут с большой степенью выживаемости.